контенту. Что я хочу сказать. Смотрите, существует, я среди коллег наблюдаю такую, я бы сказала, фундаментальную ошибку, когда ведение блога концентрируется только на одной какой-то узкой теме, ну, профессиональной, естественно, да, если мы говорим про репетиторов, то есть, допустим, ведем блог для изучающих английский язык или для их родителей, и вот мы все пишем про английский, ну, еще немножко лайфа добавляем. И так как сейчас у нас огромный такой информационный шум, я бы даже сказала, что нашими конкурентами являются непосредственно не наши коллеги, а скорее источники дешевого дофамина. Это маркетплейсы, э, соцсети с быстрым контентом, всякие мемчики, тиктоки, фильмы, сериалы. Соответственно, мы должны, ведя свой блог, достучаться до читателей, пробившись вот через вот этот весь информационный шум. И когда у нас канал получается, скажем, таким однобоким, это быстро наскучивает. Мы хотим какого-то развлечения, хотим чего-то интересного, потому что человек по своей природе любознателен. И сейчас я расскажу вам про свой подход, один из подходов к созданию яркого хай-концепта личного и канала, естественно. И в этом контексте хочу сказать, что раньше считалось, что вот ты эксперт и должен вот бить в эту точку, заканчивать обучение, усиливать там свою компетенцию, курсы повышения всякой квалификации, да, то есть улучшать свои профессиональные качества. Но мы забываем о том, что у нас есть еще помимо нашей работы, очень интересные истории за нашими плечами. Вот я сегодня рассказала, что я работала в школе, и хочу в пример привести Марка Уолберга, моего любимого актера, и показать на его примере, что наш жизненный опыт может быть также интересен, и он может усиливать нашу экспертность. Пока я о нем рассказываю, подумайте о вашем звездном прошлом. Может быть, вы в прошлом чем-то занимались интересным, были в другой профессии. И напишите, пожалуйста, в чат. Итак, Марк Уолберг у нас начинал с того, что он был вообще-то трудным подростком, но это ладно, это не профессиональная деятельность. Он начинал как певец. Вот здесь я его фото подобрала. Мы с вами его знаем как актера, да, популярного. И сейчас он помимо актерской деятельности занимается еще тем, что он инвестирует часть сети спортивных клубов. У него он является соучредителем вот этого спортивной одежды. И еще открыл свою сеть своих бургерных, Волбургеры. Вот. К чему я привожу этот пример? К тому, что за нашими плечами, возможно, есть тоже очень интересный профессиональный опыт. И этот опыт мы можем очень здорово вплести в контент и использовать его, усилить наши продукты, выделиться от конкурентов и чем-то вообще в принципе выделиться. Напишите, пожалуйста, может быть, у вас есть такой интересный профессиональный опыт в прошлом. Это вот как один из подходов, чем мы можем усилить свой личный бренд и позиционирование. А я пока расскажу вам еще один пример. Арнольд Шварценеггер, который изначально был культуристом, да, каким качком, то есть спортсменом. Да, мы его знаем по фильмам, а потом он стал мэром, по-моему, да, мэром города. Ну, в общем, я сейчас могу факты путать, но вы, надеюсь, понимаете ту мысль, которую я сейчас хочу донести. Напишите, пожалуйста, есть ли среди вас те, кто не сразу пришел в репетиторство, преподавание, ага, хореограф, ага, не знаю, как связать с преподаванием английского языка.
Девочки, у нас тут девочки, да. Смотрите, мы связываем вот эту историю с нашей какой-то второй профессиональной жизнью, скажем так. Можем ее связывать не напрямую, а через метафоры. Да, вот хореография это про что, Анна? Через метафоры, да, через контент это все протягивать. Хореография у нас про что? Про какую-то, с одной стороны, это у нас творчество, с другой стороны, там очень важна техника. Да, наверное? Ага, искусство. Хорошо. Так, еще вот там можно накидать, коллеги, можно присоединиться. Про себя всегда трудно говорить, а для кого-то идеи накидывать мы прям просто горшочек не вари. Да, чувство прекрасному. А если вот углубиться, Аня, а если углубиться, м, ну вот в саму суть хореографии? Это вот какие-то регулярные, наверное, тренировки, отработка до идеала, да, вот здесь вот можно покопаться. Понимаете, есть, безусловно, мы сейчас дальше поговорим о конкретных простых инструментах ведения канала, там, написания постов, но для того, чтобы, в принципе, канал был ярким и запоминающимся, нужна идея, концептуальная такая большая идея, которая вдохновляет вас, через которую вы можете транслировать свои ценности, свои какие-то фишки. Мгм. Тяжелый труд, муки творчества, твердая самодисциплина. Да, супер, только нам нужно теперь вот эту всю историю перевернуть в позитив, да, то есть какие качества личные, возможно, Анна, вам дала вот это вот танцевальное прошлое или настоящее даже, наверное, до сих пор танцуете. Мгм. Это и про красоту, и про искусство, и про технику, про регулярную дисциплину, отработку какую-то, да, вот здесь вот можно покопаться. До сих пор, да, конечно, я вот так и предполагаю. Ну вот смотрите, если на моем примере, то как я использую свою деятельность профессиональную? Ну, во-первых, вот эта триггерная моя история про уход из школы, буквально с психосоматикой, очень откликается моим читателям, потому что у меня много подписчиков именно тех, кто совмещает со школой репетиторства, либо хочет как-то эффективно это делать, либо у кого-то был опыт подобный, и, в принципе, вот эти проблемы общие, сходства нас сближают. Мое филологическое образование, да, я могу о нем заявлять в контексте того, что когда я говорю, почему контенту надо обучаться у меня. А то, что я занималась личным брендом школы, ну и в принципе своим личным брендом. Кстати, я не сказала, я в 23 года стала завучем, ну можно было это посчитать, да, если из 18 лет, 15 я уже была, скажем так, администрации. Да, я в 23 стала завучем, в 26 директором. Наверняка это тоже говорит о том, что у меня есть какие-то качества, которые позволяют мне делать карьеру, личный бренд, результаты и так далее, да, то есть вот эти вот свои суперсилы в копилочку себе собираем. Попробуйте. Наверняка слышали про такую методику SWOT-анализ, да, когда мы сильные, слабые стороны разбираем. Обычно делается SWOT-анализ, когда запускается какой-то проект или продукт, а вы попробуйте сделать этот SWOT-анализ для себя с акцентом на сильные стороны. Вот, и таким образом, может быть, какая-то идея у вас родится. Следующее, да, тоже близко к тому, что я сказала. Как еще можно выделиться в своем блоге? Очень классный способ, один из многих, которыми я владею и даю. Сегодня вот разберем несколько из них. Это экспертность на стыке двух и более направлений. Мы можем взять либо свое какой-то профессиональный опыт, или прошлое, или образование. Кстати, очень часто, например, что касается преподавателей английского языка, у некоторых есть опыт или образование, связанное именно с переводческой деятельностью или с туристической деятельностью. Это все сюда же.
Вот. Но, допустим, вы, как и я, всю жизнь преподаете. Давайте тогда посмотрим с другой стороны. Давайте подумаем, чем вы еще увлекаетесь, чем вы живете и о чем готовы говорить бесконечно. Какие-то необычные, может быть, у вас есть хобби и увлечения. Напишите, пожалуйста, в чат. Я вам подскажу, как это можно использовать. Использовать можно напрямую, как в моем случае, а можно идти через, скажем так, смыслы, через смыслы и метафоры. Например, например, вот я очень сильно, ну, помимо указанного на слайде, да, я еще увлекаюсь нутрициологией. И, например, когда я рассказываю свою историю э, профессионального выгорания, когда я там, да, уже все там буквально из больничного вылезти не могла. Да, тоже касаясь там темы и усталых надпочечников, да, когда я говорю о продвижении в соцсетях, я исследую тему дофаминового маркетинга, да, то есть дофамин, вот эти все нейромедиаторы, то есть тоже усиливает мою подачу. Мгм. Люблю все новое. Мгм. Так это супер вообще. Мгм. Можно каждый раз удивлять свою аудиторию, что, а что вы нового на этот раз попробовали. Как мне говорят, Сакоич, где ты все находишь вообще? То ты там, то ты сям. Мгм. Это очень людей привлекает, потому что не все себе могут это позволить. Не поняла, Елена, воздушное кольцо, воздушное кольцо. Это тоже что-то связанное с физической активностью. Мгм. Нейросети, новые подходы в методике. Мгм. Но это, смотрите, девочки, это мы опять вот нас затаскивает в нашу профессиональную деятельность. Давайте вот тут фишка, как выделиться через контент, что там должно быть не просто, не только, точнее, про вашу профессиональную деятельность. Что вам нравится помимо работы? Елена, по образованию физик, технический переводчик и психолог. Психология очень классно. Можно завязать, взять какое-то исследование и использовать, и вместе со своими читателями приходить к каким-то открытиям. Можете погуглить такой подход, который называется Explorable Explanations. Это исследуемые объяснения. Когда вас какая-то тема, например, увлекает, и вы вместе с читателями ее исследуете, приходите к каким-то инсайтам, да, то есть вы вовлекаете в это исследование читателей. Вот если кто-то здесь есть, кто давно подписан на мой канал, вот я, например, так делала с историей про дофамин. Да, почему нам важно вести вовлекающий контент, почему нам нужно брать во внимание вот эти процессы, связанные с дофамином, да, что у нас вызывает дофамин, да, какое-то приключение, игра, любознательность, да, когда человек приходит на канал и он не знает вообще, что там он увидит на этот раз, да, то есть какие-то открытия все время происходят. И это очень нравится читателям, потому что вот этот эффект создается киндер-сюрприза. Спорт, ага, про кольцо поняла. Мгм. Да, вот Анна пишет, что от меня узнала про дофаминовый маркетинг. Коллеги, в общем и целом, вы согласны, что сейчас у нас эпоха просто вот этого потребительства дофамина? Мы вот всеми путями ищем какое-то вот развлечение. Нас уже не устраивает, мы бросаем курсы, которые просто в записи. Сколько у вас таких курсов лежат, которые вы купили, и вы не досмотрели, потому что ну, как бы вот что-то, чат закончился, например, сопровождение закончилось, либо, в принципе, вы купили в курс записи, и все, мы не можем заставить себя вообще погрузиться в это. И вот эта тема моего исследования, дофаминовый маркетинг и дофаминовая экономика, вообще это тренд последних лет, и многие крупные корпорации уже активно его используют. Это, скажем так, эмоциональное вовлечение клиента и через контент, и через продукты. Как думаете, как через продукты мы вот можем эту дофаминовую историю реализовать? Есть какие-то идеи?
Что мы должны давать в наших продуктах, услугах для того, чтобы человек получал удовольствие, рекомендовал нас. То же самое про контент, да, пересылал посты, звал друзей, подруг там на какие-нибудь ваши активности. Что должно быть, вот что мы должны давать клиентам? Так, ну, в принципе, это можно оставить вопрос на подумать. Хочу лишь подчеркнуть то, что если вы найдете эту фишку, то это и будет вашим, скажем так, вы откроете секрет того, как выделяться и как сделать ваш контент вирусным. И еще раз повторюсь, подумайте все-таки, да, о каком-то ярком хобби, вашем увлечении и как его мы можем транслировать у нас в канале. Например, у меня на Первом потоке, сейчас пример еще приведу, может понятнее будет. На Первом потоке у меня была Наталья, это репетитор по русскому языку. На стратсессии выяснилось, что она просто фанатеет от Гарри Поттера. И мы на этой истории Гарри Поттерской вообще закрутили весь канал и контент. Она говорит, у меня есть еще и разработки по русскому языку на фоне этого Гарри Поттера, ну, используя вот эту всю идею. И мастер-класс у меня есть. И мы вокруг вот этой идеи переупаковали канал, и сразу, просто сразу на глазах повысилась вовлеченность. Повысилась вовлеченность, то есть вся упаковка канала была сделана в этом стиле. Посты, я не говорю, что нужно каждый день про Гарри Поттера писать, но какую-то рубрику, например, сделать, или в принципе вот добавить вот этот флер волшебный, да, что мы с ней сделали, разработки в этом стиле. Вот. И эта идея вылилась в то, что у нее теперь появилась цель открыть свое кафе в стиле Гарри Поттера, да, то есть дальше еще пошла эта идея, дальше блога, дальше ее продуктов. Следующий способ. Итак, подытожим. Первое у нас, да, либо ваше профессиональное какое-то интересное прошлое, либо ваше хобби, которым или увлечение, которым вы горите. Может быть, кстати, вот не могу я отпустить тот способ, потому что я вижу в нем огромный потенциал. Может быть, вы читать любите, да, и тогда вот через чтение там, да, вот надо покопаться, подумать, как вот это транслировать, да, то есть вы будете в клювике какие-то новинки приносить своим читателям, какие-то тезисы разбирать, и они такие, о, ничего себе, а что вообще, ну, про это есть? Вот я, например, последние посты у меня были про сказочные архетипы, стратегии героев и их стратегии в контенте. Я в личку получила несколько откликов из серии, во-первых, у двоих совпало, да, то есть как раз кто-то там изучал эту тему, и одна написала, что, ну, каждый раз прихожу к вам в канал и что-то новое узнаю. А когда вот есть такая подсадка, да, на блог, то это является ответом на вопрос, как же все-таки выделяться. Так, переходим ко второму способу. Повторюсь, это сегодня мы разберем два из множества. Второй способ – это супергерой. Подумайте, напишите, пожалуйста, в чат. Вспомните, точнее, ситуацию из вашей жизни, когда у вас вот все получалось, когда вот вы были на коне, все вот так с легкостью, по щелчку, может быть, защитили диплом, получили там какое-то повышение или сделали классный запуск. Да, вот подумайте, какую стратегию вы вообще в принципе по жизни используете, чтобы добиваться успеха, и с каким героем это ассоциируется. Это не обязательно должен быть супергерой из Марвел, это может быть сказочный персонаж, это может быть какой-то персонаж из фильма. Подумайте, вот какая стратегия у вас по жизни такая рабочая и помогает вам. Напишите, пожалуйста. Мгм. Отторгать. Ага, сейчас отвечу на этот вопрос, Анна.
Смотрите, вот это как концептуальный вопрос Анна задает. Пока вы пишете и думаете, с каким героем вы ассоциируетесь, у меня здесь вот пример приведен, может, он вам поможет. Я расскажу. Смотрите, у нас не может быть канал для всех. И на самом деле цель, вот если к вам никак не относится, это не есть хорошо. Цель либо чтобы вами восторгались, либо чтобы вы раздражали. Тогда это про личный бренд, тогда это про выделиться, тогда это про то, что вы будете одним из лидеров в своей нише, и ваш контент будет вируситься, а вы будете выделяться. Почему? Потому что мы не можем нравиться всем, мы не можем писать для всех, и это нормально, что к нам приходит та аудитория, чьи ценности мы разделяем, точнее, они наши ценности там, да, разделяют. И с чего начинается вообще ведение блога, да, с того, что мы определяемся вообще, с кем мы хотим работать, да, определяемся, что мы можем дать людям, какую помощь оказать, и с кем мы хотим работать. По поводу Гарри Поттера, Наталья работает с подростками, и Гарри Поттер им очень-очень зашел. И многие взрослые, кстати, от него фанатеют. Останутся только любители Гарри Поттера. Нет, не останутся только любители. Во-первых, можно, опять же, занести, использовать это как рубрику в канале. Я не говорю, что каждый день там все писать. Понимаете, идея Гарри Поттера, она не про то, что мы там все на фоне Гарри, Гермионы делаем. Да, это вообще вот метафора такая волшебности какой-то, чудес, вот особый стиль постов вот в этом стиле, какие-то истории, да, потому что Гарри Поттер это все-таки роман. Это такая общая концепция. Понятно, что мы здесь до абсурда не доводим, и от лица Гарри Поттера мы не пишем все посты. Коллеги, напишите, пожалуйста, есть ли какие-то персонажи, с которыми вы ассоциируете себя. Помните ситуации, в которых вы были прям успешны, у вас все получалось. На кого это похоже? На кого из героев? Некоторые у меня коллеги себя там сравнивают. Кто-то с Еленой Прекрасной, кто-то с Карлсоном, вот, была у меня коллега. Кот Баюн, да, и вот это вот раскопать вот эту суперсилу сказочного героя поможет вам тоже создать стратегию контента и выделиться. Опять же, да, я не говорю о том, что надо писать истории. Я не пишу контент, да, от лица Джека Воробья. Да, просто я транслирую ценности, да, вот эти фишки, да, что у меня очень много подходов разных. Я никогда не даю одного варианта решения проблемы. То есть, например, если мне клиент говорит: Тань, я не могу там на видео, я не готова, не хочу выходить лицом, хорошо, я даю там другой вариант. Там не хочу там какие-то пробники там проводить, из штанов выпрыгивать на Авито. Хорошо, мы будем работать над сарафаном, над блогом, да, то есть за счет того, что всегда есть несколько вариантов решений, и в принципе мой подход такой, что мы бьем несколько действий, направленных на одну цель. Они вроде бы хаотичные, не связанные, но в итоге приходит к очень красивому результату. А есть люди, наоборот, знаете, такие структурные, четкие, у которых вот все по шагам, по полочкам. Это будет уже про другое. Мгм. Стратегия избегать проблем. Ага, Елена, а избегать это как? То есть вы гибкая, это про что? Напишите, может быть, героя, и мы попробуем его, эту историю докрутить. Избегать проблем. Может быть, ваша суперсила– это коммуникация. Не очень понятно мне здесь. Да, и тогда мы это можем транслировать в канале. Сильно подстраивайтесь. Мгм.
Коллеги, поможем Елене. Какой у нас герой такой супер гибкий, избегающий конфликты. Это не проблема. Мы это можем, если это стратегия, Елена, мы должны ее обратить в суперсилу. Вот это посыпание головы пеплом не стоит. Это может быть ваша фишка. Вот эта гибкость, мягкость. Это про что? Это про коммуникацию с клиентами, да, то есть вы под них стараетесь сделать все суперкомфортным. Вот это про что? Это может быть про Шахерезаду. Откликается это? То есть она там не с шашкой наголо своих целей добивается. Ну хорошо, подумайте, да, и вот эту историю можно дальше размотать, раскрутить и присвоить себе эту суперсилу, и ни в коем случае не думать, что она вам является помехой. Все-таки, раз эта стратегия вам помогала добиться успеха в вашей жизни, да, вот это избегание проблем, сглаживание углов, значит, что-то в этом есть. И мы тогда должны развернуть в сторону нашего преимущества и достоинства. Например, наверняка вы видели репетиторов, которые, наоборот, очень требовательные, строгие, говорят вот либо так, либо никак. Вот все, у меня такие условия, не нравится, до свидания. То есть не церемонятся. И к ним будут свои клиенты приходить. А к вам будут приходить свои клиенты. И нужно вот эту фишку свою усиливать, да, чтобы к вам больше таких клиентов приходило, которым требуется вот эта вот э, поддержка, помощь, мягкость, возможно, выбор каких-то стратегий и вариантов. Мгм. В какой-то момент приходится что-то решать. Елена, как вы решаете? Коллеги, не будем тогда долго останавливаться здесь. Не вижу больше комментариев. Смотрите, фишка в том, что нужно вспомнить, как этот способ применить. Что вам помогло добиться успеха? Что вам по жизни помогает? Вот что, какая стратегия по жизни помогает? С каким героем вы ассоциируете. Потом дальше вы смотрите, какие стратегии герой еще использует, и присваиваете себе эту суперсилу. Ага, делать то, что должен, и будь что будет. Но это когда уже вариантов избежать нет. Хорошо. Мгм. Супер. Обычно, когда я даю такое задание, в чем суперсила? На ум приходят какие-то положительные герои. Золушка, что она вот такая трудолюбивая. Или Елена Премудрая, которая такая вся вдумчивая, все это тщательно продумывает, взвешивает. Карлсон, там, который на позитивчике. Или Кот Баюн, который обаяет и без какой-то жесткости решит все проблемы, задачи. Вот. Но очень редко кто-то вспоминает героя отрицательного. И сейчас я хочу вас попросить о том, чтобы вы подумали о своей теневой стороне. Есть такой один из подходов тоже к усилению личного бренда. Использовать не только свою суперсилу, вот, да, вот есть у меня какая-то стратегия определенная, которая мне по жизни помогает. А есть, знаете, вот что такое теневая сторона или субличности, некоторые специалисты это называют. Это те тоже части нашей идентичности, которые не ведущие, но они вот где-то там, знаете, как на плече чертик сидит и вот что-то нашептывает. Как раскопать свою такую темную сторону и обратить ее себе на пользу? Вспомните сейчас, подумайте, какой-то персонаж сказки, фильма, может быть, реальный блогер. У меня это реальный блогер, например, который, вот вы смотрите, да, вот, и думаете, ну вот, ничего себе, вот такой он дерзкий там, да, или вот вообще, что себе позволяет такое, как это вообще? Вот, да, и вот сначала вот такое отторжение триггерит вас, это бесит, тут вот прям хочется некоторым даже там какой-то негативный комментарий оставить или дизлайк. Но в глубине души, если честно себе признаться, и вообще, как правило, нас бесит то, что мы сами себе не можем позволить.
Вот, у меня одной из теневых сторон является блогер, который, знаете, позволяет себе, это молодой парень, молодой мужчина, который, ладно, ну что уж, как говорится, все свои, который живет в Париже, выкладывает ролики, где он поет песни, он ходит на каблуках, он одевается в какие-то элементы женской одежды, ярко об этом заявляет смело. И у него в комментариях там такое происходит. Вот это пример яркого личного бренда. У него либо обожание, либо куча хейтеров. И меня чем привлек этот Грей Виза, назову его имя, тем, что вот он себе разрешил это делать. Ему по барабану на улицах Парижа петь на каблуках и в коротких шортах. И выкладывать ролики, как они накрывают со своим партнером красивые завтраки. Завершает он свои ролики тем, что с праздником, да, то есть он позиционирует, что вот у него весь жизнь такой праздник. И меня сначала это жутко триггерило, а потом я поняла, что на самом деле в глубине души я просто тоже хочу так, тоже хочу так же. Мгм. О, это легко. Бабка Ёшка. Вы знаете, что Баба Яга это вообще пример яркого личного бренда? Ну, это тема другой встречи. Про Бабу Ягу я отдельно рассказываю. Мгм. Да, можно это назвать альтер-эго, но обычно у нас несколько теневых сторон, которые вот, потому что мы, вот если разобраться, мы многое себе запрещаем, мы такие, особенно в нашей нише, в преподавательской, у нас есть какие-то вот такие рамки. Вот как правильно, как неправильно, это удобно, это неудобно. Ну, то есть мы у себя в голове очень много рамок наделали. И отсюда идет вот это вот сопротивление своим теневым сторонам. Они нас вот пытаются не вылезти наружу, но мы их гасим, а мы их можем использовать на пользу для того, чтобы отстроиться и усилить свой личный бренд, ну и, соответственно, контент. Мгм. Да, их несколько, зависит от ситуации. Напишите, пожалуйста, героев. Напишите, и мы а, покрутим. Вот, недавно я сначала с ужасом, а потом с восторгом раскопала у себя еще одну теневую сторону. Я была на коуч-сессии, и там оказалось, что, в принципе, денежная история меня не вдохновляет. То есть меня вот эти цели по смарт, сколько-то там сделать запуск на столько-то, меня это вообще абсолютно, ну, никак не мотивирует, скорее вызывает сопротивление. А меня больше мотивирует обратная связь клиентов, отзывы, вот это благодарности. Таня, ты изменила мою жизнь. Вот представляете себе самой вот в этом признаться, что я такая тщеславная, что вот и оказывается я хочу вообще ну, влияния, да, я хочу известности, я хочу, чтобы еще больше людей приходили, говорили там мне что-то, писали какие-то комментарии, да, какой интересный канал, да, то есть вот эта история меня вдохновляет. И это было таким открытием вообще, ну вот что-то как будто вот, знаете, перевернуло мою жизнь. И мне пришла на ум такой герой, я даже, смотрите, на маркетплейсе заказала Джокера. Субличность Джокера, знаете, она вот для меня про что? Вот он у меня здесь рядом с моим рабочим местом висит. Субличность Джокера про что? С одной стороны, он также хаотичен, да, как я вот, да, вот у меня творческих идей миллион, решений, вариантов, да, как паутину, там это. Вот сегодня, например, я здесь выступаю, завтра я очно выступаю. Чтобы вы понимали, у меня вообще день рождения 29 февраля, а я вот вся такая вот внезапная. Также Джокер, с одной стороны, вот он такой непредсказуемый, но фишка его вот этого хаоса, кажущегося, да, на первый взгляд, что это хаос, что это тщательно спланированные действия, которые
приводит к результату. И опять же, это про влияние, да, вот я приняла эту свою теневую сторону, и сразу стало легче. Мгм. Да, сейчас обсудим героев. И сейчас, когда вот у меня был первый челлендж по постам, я просто объявила моду на наглость, потому что когда мы начали писать продающие посты, пошло сопротивление у коллег. Я говорю, так, все, объявляю моду на наглость, пишем наглые посты, и в том числе в канале, по-моему, я что-то писала, что я там набралась наглости, да, вот это вот все про это. То есть я присвоила, я приняла это в себе, и это дало мне новые возможности. Мгм. Так, я вот вижу Снежная королева, Леопольд. Ой, они разные. Мгм. Анна, вот подумайте, кто все-таки является ведущей вашей стратегии. И не очень я поняла, почему Леопольд у нас попал в теневую сторону. Снежная королева, да. Ого, да, спланированный хаос, классно. Вот, да, вот, Елена, надо подумать, герой, вот, чтобы он ассоциировался. Дальше, вот почему я купила-то этого Джокера. Есть такой прием из НЛП, да, когда мы назначаем артефакты своей суперсиле, например, или состоянию какому-то, которое дает нам вот эту энергию. Когда мы работаем с людьми, когда мы ведем блог, запускаем свои продукты, мы должны быть в ресурсе, мы должны быть наполненными, и люди очень здорово считывают вот эту, вы в ресурсе или нет. Вы пишете из-под палки, или из вас вот это вот прет. И для того, чтобы помочь себе прийти в это состояние, есть несколько фишек, одна из которых является, вот, пожалуйста, суперсила теневые стороны, присваиваем их себе, и придумываем для них какие-то артефакты. Что еще может быть? Вспомните состояние, когда вы достигали успеха, что было в этих состояниях, в чем вы были одеты, какие были запахи, может быть, какая-то песня у вас ассоциируется, может быть, какой-то элемент одежды, да, вот, который вам, вот вам, не знаю, удачу приносит, уверенность дает. Например, в моем случае красный маникюр, красный маникюр, первый запуск Telegram от нуля до бренда, я, как я говорю, я сделала на красном маникюре. Потому что вот это приводит меня в такое состояние куража. Подумайте, пожалуйста, что у вас приводит в состояние куража. Ага, так, костюм для выступления, супер. И когда нам нужно прийти в это состояние, это очень важно поймать это состояние перед запуском, да, перед набором. Если у вас запускная система, да, мы в течение года там периодически объявляем, что мы куда-то кого-то набираем, но есть такие значимые запуски, например, там перед новым учебным годом, после Нового года, да, когда вот волна спроса идет, или когда вы сами создали какой-то курс или марафон решили провести, и нужно вот это состояние куража поймать. А, Некоторым помогают какие-то ароматы. Например, я сама себе такой артефакт придумала, стала думать, что для меня вообще, да, вот мои запуски. Это про известность, да, про то, чтобы больше людей обо мне узнали, пришли и так далее. Стала вот эту историю докручивать. И так мне пришел символ успеха. Так, ага, что у меня с успехом связано? Там лавровый венок, да. И тут же, да, такой инсайт. Точно, надо купить масло лаврового дерева, да, для того, чтобы вот у меня такие ассоциации рождались, и я приходила в нужное состояние. Очень классный способ. Подумайте, что это для вас может быть. И это тоже вам будет помогать в минуту жизни трудную, когда вам кажется, что не о чем писать, не о чем рассказать, нечего сказать, да, и тем более, когда вы делаете запуски. Вот это состояние очень важно.
Итак, поговорили с вами про концептуальную историю, про то, как можно выделиться. И еще раз, так было сказано много, такую промежуточную мысль скажу. Первично, концептуально найти свою фишку. Да? Если брать терминологию с кинематографа, то найти high-концепт. Что такое high-концепт? Это вот яркая, запоминающаяся идея, смысл про вас. Например, продюсер «Орла и решки» придумал хай-концепт, что люди, что это не просто передача про путешествие, да, а добавил туда один лишь элемент, да, что у одного героя золотая карта, а у другого, сколько там, $100 или сколько-то, ну, неважно, да, другой там на 3 копейки. И благодаря вот этой фишке такая была бешеная популярность у этой передачи. Почему? Потому что, а как, кстати, думаете, почему? Вот если бы просто ведущие путешествовали вдвоем, показывали, рассказывали, что они там едят, в каких отелях живут, было бы это так интересно или нет? Коллеги, кто может писать, кто не в дороге, напишите, пожалуйста, как думаете, почему вот эта фишка с карточкой золотой и с ограниченным бюджетом сработала? Да, наскучило бы, если просто два полюса. Смотрите, это то же самое, почему уже годами идут вот эти школы ремонта всякие, вот эти фазенды там, ну и тому подобное. Мы вовлекаемся в это. Мы примеряем, а как бы сделал я? Мы мечтаем, да? А мечта создает иллюзию как будто какого-то действия. Вот мы смотрим этот «Орел и решка», например, и думаем, а я бы вот поселился в этом отеле, а я бы купил себе там, не знаю, полет на вертолете за такую-то сумму. Или, а как бы я потратил эти $100? Да, то есть мы вовлекаемся. Это вот все тоже сюда же про дофаминовую историю, про которую я очень много говорю, пишу, потому что просто я вижу огромный потенциал в этой теме. Если вы находите вот такой же дофаминовый крючок у себя в своей экспертности, то вы таким образом выделяетесь, и к вам приходят новые подписчики, к вам ваши посты пересылаются, ваш канал не забрасывают в архив, да, когда вы создаете людям вот эту дофаминовую историю, что, ага, а что она на этот раз расскажет, да, а когда мы, если говорить про теневые стороны, когда вы позволяете себе быть честным и показываете свои какие-то слабости, это тоже очень утепляет. Это тоже очень утепляет подписчиков. Они начинают видеть себя в ваших историях, в ваших постах. И притягиваются эти люди. И повторюсь, да, что стратегическая ошибка — быть хорошим для всех. И писать, вот знаете, ровно и плоско. Таких каналов миллион, все они в пастельных тонах. Какие-то, я даже ни одного названия не вспомню. Да, когда онлайн-репетиторством занималась, естественно, я подписалась на кучу каналов. И и единицы лишь этих каналов у меня сейчас в активных, ну, что я вот туда периодически захаживаю. Остальное все у меня улетело в архив, потому что, ну, вот не за что моему мозгу зацепиться. Мне нужна какая-то информация, что я зашла, и вот это да, а не просто какие-то разработки, викторины. Это уже... В общем, это уже наскучило, ну, будем откровенны. Нужно искать новые подходы. Коллеги, есть вопросы какие-то по хай-концепту? Как создать свой хай-концепт? Я дала два способа вам сегодня. Первый — это на стыке вашей профессиональной деятельности и вашего хобби, либо профессионального прошлого. И второй — это история с супергероем и с теневыми сторонами. Есть какие-то вопросы по этому? Понятно, как с этим можно поработать? Идем дальше в контент.
Итак, если по шагам стратегию разбивать, да, то мы вот эту находим идею, которая вас самих вдохновляет, зажигает. Находим, может быть, какую-то тему исследования, которую вы вместе будете со своей аудиторией раскрывать. Вот, например, у вас хобби хореография, да, пожалуйста, хотите вы что-то новое, интересное изучить, да, и вместе с читателями можно это изучать, приходить к каким-то выводам, да, или писать периодически посты из серии, где вы параллели проводите между этим искусством танца и изучением иностранного языка. Мгм. Да, спасибо. Да, теперь переходим непосредственно к практическим инструментам, к вирусному контенту. Вот есть у нас большая идея. У нас есть понимание, какие двери мы открываем нашим читателям. Да? Именно в таком случае они к нам и будут возвращаться, когда они вот приходят и получают какую-то пользу. Причем в классическом маркетинге, когда, ну, если вы какие-то обучения проходили или были на вебинарах, обычно под полезным экспертным контентом подразумевают только контент, непосредственно связанный, ну, с вашим основным продуктом, основной деятельностью. Ну, типа экспертный пост, это вот я что-то там пишу про английский, да, или я там разбираю темы, там, какие-нибудь аргументы для сочинений, или я показываю, как там решать какую-нибудь задачу. И вот это для нас экспертный пост. Наверняка в сети вам попадались какие-то контент-планы, где расписано там понедельник у нас там вовлекающий, вторник там экспертный. Ну, поняли, да, о чем вот эта идея. Так вот, я топлю за то, чтобы сегодня вы унесли одну такую важную мысль о том, что и вам сразу станет легче вести канал, и вы сразу начнете выделяться от конкурентов и пробиваться сквозь информационный шум. Эта мысль такая. Мы можем давать пользу читателю не только через нашу экспертность, как в плане вот предмета, да, твердых каких-то знаний, навыков, а пользу социальную. Вот пришел человек к вам в канал, и он что-то узнал, и для него, у него случился какой-то инсайт. Или вы его вовлекли в какую-то загадку загадали. Или предложили поиграть игру, да, мы можем игры в контенте устраивать, да, через вопросы, активность, вовлечение. И у человека фиксируется такая нейронная связь, что у вас в канале интересно, и что вы эксперт высокого уровня, потому что помимо знаний предмета вы еще всесторонне развитый человек. Вот даже сегодня в чате кто-то написал, да, что именно в моем канале узнали про дофаминовый маркетинг. Вчера я получила обратную связь по поводу сказочных архетипов, потому что я так и написала, да, что все слышали про 12 архетипов Юнга, которые уже там набили оскомину, но никто толком не дает рекомендаций, как это использовать. Да, вот у вас там лидирует правитель, например, да, вот вы берете цвета правителя там такие-то, смыслы такие-то, и вот все вот эти шаблонные пошли блоги из архетипа правителя. Нет, вот это ошибка. Как раз-таки мой подход к контенту про то, что мы всегда должны удивлять свою аудиторию. Ну, не всегда, стараться удивлять свою аудиторию. И если читатели будут приходить к вам в канал, у них будут случаться какие-то открытия, то это то, чего мы и добиваемся. И любое открытие, любую новость, любой, не знаю, просмотренный фильм вами, что вы поделились, всегда можно связать со своей профессиональной темой. Например, сейчас вспомнила, как я писала пост, где хотела подчеркнуть о том, насколько важен контент в канале, что успех продвижения, вообще успех в продажах зависит от качества контента, не от количества подписчиков. Количество подписчиков, оно будет расти естественным образом, если вы будете классный контент делать.
И я думала, как же вот мне красиво подойти к этому. И как раз тот день была день памяти, как же он называется, короче, ночь костров, да, Гай Фокс, когда был заговор и так далее. И там же история про то, что рассекретили Гая Фокса просто потому, что кто-то отправил письмо разоблачающее. И я на фоне этого вот сделала целый пост о том, что, да, что письмо может вообще решить судьбу государства, да, насколько важен текст. Так, переходим. Я что-то отвлеклась. В общем, надеюсь, вам все понятно. Следующий вопрос, да, переходим непосредственно к контенту. Как думаете, нейросети заменят людей? Конечно, я спрашиваю вас в контексте написания постов и ведения блога. Вообще, что считаете по поводу нейросетей, написания постов? Что думаете? Мгм. Да, Елена, нейросетям можно показать свой стиль, и они очень круто могут его скопировать. Конечно, нейросеть не заменит людей, но она может быть нашим большим помощником. Если вы знаете, понимаете принципы вирусного контента, а все, о чем я говорила выше, да, это вот все элементы из множества, да, из чего складывается вот это яркое позиционирование, яркий хай-концепт. Когда у вас сформулировано, например, моя суперсила такая, там, теневые стороны такие-то, да, то есть вы смыслы, то есть карта смыслов, ну, условно создана. Понимаете, какое исследование было бы актуально для вашей аудитории. Понимаете, что будет вдохновлять ваших читателей. Вот когда у вас есть вот эти все принципы, да, тогда нейросеть нам может очень здорово помогать искать идеи, потому что суперсила нейросети, она может обрабатывать огромные массивы информации. Например, когда я готовилась к этой встрече, мне сразу, вот в самом начале мы с вами говорили про три жизни Марка Уолберга. Я хотела вам проиллюстрировать, да, что сейчас нету такого человека, который вот просто вот чем-то одним занимается и все. Скорее всего, какие-то обучения дополнительные проходили, тренинги там, не знаю, по психологии или по уборке дома, или кулинарный клуб у вас, да, то есть такие мы люди-универсалы. И я пошла в нейросеть, и думаю, ну, может быть, Марк Уолберг не самый популярный, он мне нравится, да, но не самый, допустим, может быть, известным актером для вас, для моей аудитории сегодняшней. И погуглила, не погуглила, да, сделала запрос в нейросеть, прям конкретно написала, да, вот люди, которые вот прям подробненько. И нейросеть выдала мне несколько примеров. Я вспомнила про Шварценеггера, про которого на тот момент забыла, так как у меня мозг был сфокусирован на Уолберге, да, но я понимала, что я хочу от этой нейросети, да, то есть у меня была глобальная идея, смысл, и я с этим пришла, и она мне помогла. Если у нас этого нет, вот это, знаете, громкие вот эти слоганы и офферы некоторых экспертов, что вот все, делегирую контент нейросети, 30 готовых промптов там, ну, понимаете, это будут, наверняка вы сами читали такие деревянные посты, и вы такие, ну, короче, это нейросеть, походу, писала. Эти посты очень здорово считываются. А когда у вас есть стратегия, да, то нейросеть, конечно, там нам может здорово прийти на помощь. Но, опять же, я не сторонник того, чтобы не сторонник того, чтобы полностью делегировать контент. Да, он нам будет помогать, но мы должны знать, что у него спрашивать. Вот как вы с человеком общаетесь, вот также, если общаться с нейросетью, докручивать, но надо знать, что спрашивать.
тогда это поможет. Но, пожалуйста, не питайте иллюзий, что готовые промпты вас спасут. Это просто убивает, в принципе, подход и идею того, что, блин, а как вообще выделиться? А как сделать так, чтобы мои посты читали, пересылали, комментировали, чтобы люди сами писали там, как купить, куда оплатить, этого не будет, да, если вы будете пользоваться готовыми промптами. Мгм. Да, генерить идеи тоже, но надо знать, Елена, я вижу, что вы здорово разбираетесь в нейросетях. Подтвердите, пожалуйста, мою мысль, что надо знать, что спрашивать. Не просто так нагенери идеи, да, а у нас какая-то глобальная все равно задумка должна быть. Да, да, и как спрашивать тоже важно. А если у нас нет насмотренности, если у нас нет понимания, конечно, он нам на наш запрос какую-то туфту и выдаст компиляцию каких-то там собранной информации. Это нам, конечно, не подходит. Это убивает вообще всю идею того, что мы должны выделяться. Как вообще, где брать идеи для контента? Вот сейчас мы проговорили с вами такие концептуальные вещи, сейчас переходим вот просто, ну, просто вот к инструментам. Вот посты у нас в фокусе. Где брать идеи для постов? Где брать идеи для контента для постов? Первое. Когда вы, если вы проведете подробный анализ своей целевой аудитории в сети, и опять же в нейросети, вы можете запросить пункты, да, которые нужно исследовать. Это уже вам даст просто вагон и маленькую тележку идей, о чем можно писать. Анализ целевой аудитории — это те проблемы, запросы, задачи, с которыми к вам обращаются. Это те цели и результаты, которые хотят достичь и получить ваши клиенты. А также высший пилотаж, если вы раскопаете так называемый результат результата. Вот смотрите, например, цель ваших клиентов сдать ЕГЭ, да, на высокий балл. Что стоит за вот этим результатом? Что даст высокий балл ученику? И тут мы начинаем раскапывать там возможность поступить в престижный вуз, возможность там поступить без конкурса. В свою очередь, да, и дальше разматываем. Престижный вуз — это про что? Да? Это про возможности, это про то, что будут возможности там стажировок каких-то. Очень много сейчас вот у нас в Петербурге. Когда я работала в школе, у нас было несколько проектов с вузами, и там реально даже и в пандемию можно было попасть на обмены там и в Китай, и не в Китай, там в Польшу. Всяко разно было, да, и, допустим, тот же английский, и если у тебя есть международный сертификат или какая-то вообще бумажка, да, то есть ты уже там будешь в претендентах на эти стажировки. Ну вот. И вот уже посмотрите, вот просто на примере ЕГЭ уже сколько идей я накидала о том, о чем можно написать. Это все будет актуализировать, да, вот этот запрос аудитории и давать им понимание того, что если они обратятся к вам, они получат вот эту вот жизнь мечты, скажем так. Да? Также берем любую другую целевую аудиторию и анализируем по вот этим пунктам. Именно поэтому невозможно вести канал для всех. Все равно мы должны занишеваться. Даже для взрослых, да, для каких взрослых? Для релокантов. Если мы про английский говорим, у нас тут англичане, кстати, в основном, наверное, да, просто ко мне часто еще бывают, приходят и другие ниши даже. Мгм. Ну, давайте возьмем для универсальности информации, возьмем нишу нутрициология, например. Нутрициолог, детский или взрослый? Хорошо, взрослый. Дальше углубляемся там. Вы там про что там? Про гормональное здоровье, про похудение, про ЖКТ. Внутри этого тоже может быть градация, да, есть подход, когда
Нутрициологи считают, что можно все выправить, изменив образ жизни и питание. Есть нутрициологи, которые считают, что питание сейчас пустое, в продуктах нет никаких витаминов и минеральных веществ, и нужны БАДы, но питание тоже важно там, да, и вот поэтому нужно сузить нишу, потому что мы не можем писать для всех, мы тогда не зацепим никого, будет расфокус. Человек будет заходить в канал, а как мы с вами читаем каналы? Проанализируйте даже свое поведение читательское. Мы где-то на бегу, где-то в очереди, я не знаю, на эскалаторе или вечером перед сном. Только единичные каналы, вот мы туда ходим, знаете, как на работу, да, вот, что-то должно там новенькое появиться. У меня есть, допустим, каналы, которые я читаю только по выходным. Это связано с моими хобби, с интересами, там, психология, например, нутрициология. А, Каналы профессиональные. Ну, вот тоже я ситуационно хожу. И если вы будете писать контент для всех, ну, из серии «Вчера я написала для ЦА подростки, сегодня я написала про английский там для взрослых», то человек, заходя к вам в канал, не факт, что он попадет, ну, на свой, да, пост, в котором он увидит себя. Если читатель не видит в ваших постах себя, это, ну, как бы до свидания, здравствуй, архив. Да, он должен узнавать, он должен, у меня так же, да, я тоже так, да, вот именно поэтому, например, я рассказываю про свой школьный опыт, да, что у меня методология сильная моих продуктов. Ну, естественно, да, если я 15 лет по урокам чужим хожу, по мероприятиям организую, у меня там насмотренность ого-го, там и методическая и так далее. Я знаю, как сделать так, чтобы, ну, программа прошла, там курс запустился, и люди получили результат. Потому что если они не получат результат, это будет одноразовый запуск. Да, и тем же самым репетиторам или тем коллегам, кто работает со взрослыми. Например, вот у меня в первом потоке была Ирина, которая запускала продукт для преподавателей по переходу на смешанный формат. И также очень важно тоже в таких продуктах, курсах методологию, механику продумывать. Почему челлендж там, например, такой бешеный успех у меня имел? Первый, сейчас я буду звать вас на второй, потому что там вот продумана вот эта механика вовлечения, чтобы вы делали, да, а раз вы делаете, вы получаете результаты. Получаете результаты, вы в восторге, вы меня рекомендуете дальше. Вот, поэтому анализ целевой аудитории, он очень-очень важен именно в этом ключе. Второй пункт, где мы еще можем брать идеи для контента, это то, о чем мы говорили в первой половине нашей встречи. Позиционирование и хай-концепт. Вот, пожалуйста. Добавляем к вашей экспертной теме что-то еще, и на фоне этого, да, у нас тоже рождаются новые идеи для контента. Занимаетесь танцами, рассказывайте про танцы, проводите параллели. Тут вы показали себя на тренировке, тут вы сравнили работу над хореографией, над точностью рисунка, не знаю, сравнили там с важностью стратегии аудирования, да, например, или как вот там еще что-то. Вот. Отсюда берем идеи. Отсюда много идей будет про ваши ценности, потому что обязательно в канале, в блоге мы должны транслировать наши ценности. Это тоже будет притягивать нашу аудиторию. Почему у меня нет среди клиентов любителей там волшебной таблетки каких-то, да, которые вот там хотят каких-то готовых промптов, да, потому что я пишу про это в канале, что, ребята, нету такого, не работает, забудьте вы про это все. Почему ко мне приходят люди очень творческие, и у которых там глаза горят, и с которыми у меня вот эти все мои кейсы, да, классные. Потому что я через свой контент притягиваю таких людей. О, классно! О, она там про сказки написала. О, про дофамин, интересно, да? И такие люди ко мне приходят в работу, и, соответственно, я получаю кайф от работы с ними, мы получаем результаты. Не бойтесь быть честными, быть собой. Ваши клиенты к вам придут. В этом и прелесть, вся, да, что педагогов много разных.
визажистов, нутрициологов, психологов, много разных, но приходят на нас определенные люди, и мы должны еще больше усиливать свою индивидуальность, чтобы к нам приходили те, с которыми нам по пути. Мгм. Да, запись будет. Так, я, коллеги, ускоряюсь. Хочется дать вам просто много пользы и поработать с вами. Поэтому подзатянулась, да, ускоряюсь. Следующая идея, где мы можем брать контент, это распаковка экспертности и генератор контента. Вот свод-анализ, который я упоминала, это сюда. Вы сядете его расписывать, желательно ручками, ну, можно в файле вытащить. Генератор контента — это мой файлик такой специальный, где там идет вообще вся ваша история жизни. Но вы можете также обратиться к нейросети или в интернете и вот погуглить распаковку экспертности, да, там вопросы, на которые нужно ответить, чтобы понять свои там суперсилы и так далее. Генератор контента ценен еще тем, что в режиме такой свободной выгрузки вы можете вот в заметки или файл в специальный на облаке закидывать какие-то идеи, которые вам приходят на ум, какие-то истории, связанные с прошлым, истории вашего, не знаю, там, успеха. Ну, например, что там у меня есть? Наверняка вы сейчас тоже вспомните что-то яркое. Берете какой-то этап своей жизни, например, школьное время. И так, ага, так, мне надо подумать какие-то истории, которые были в школьное время, которые вот будут транслировать мою индивидуальность и будут усиливать мою экспертность. Например, в моем случае это то, что я по Олимпиаде поступила без экзаменов, да, на филфак. И о том, что у меня был конфликт с учителем, и даже несмотря на то, что я поступила по Олимпиаде по русскому языку, она мне все равно 4 поставила в аттестат. И я себе дала обещание, что я буду самым справедливым педагогом, у меня не будет любимчиков. Да? Вот, например, это история там, да, из института что-то там, где, не знаю, я там в КВН играла с теми ребятами, которые сейчас на камеди выступают, тоже могу рассказать. Вы тоже у себя покопайтесь, да, и вспомните какие-то интересные истории, которые подсветят, а кто у вас есть такого классного, да, а почему я должна идти к вам, почему я должна выбрать вас, ваш продукт, или почему я должна вам ребенка своего отдать, да, если мы говорим про репетиторство. Увидели что-то интересное сегодня, не знаю, поехали куда-то, что-то увидели, какой-то мем вам попался, какая-то новость, закидываем туда, в этот генератор контента и подписываем, да, как вы хотели использовать это. Потому что если сразу не записали идею, она убегает очень быстро, не знаю, через несколько минут уже только она тут была, и ее нет. Если взять себе за привычку такой подход и включить вот этот, как я называю, режим контента-искателя, вот я куда не выхожу, где не бываю, я всегда смотрю, как про это можно рассказать в контенте. Я все фотографирую, не обязательно, там, что я это буду все использовать, но вот бывает, вот фотография дерева понадобится, да, а у меня есть. Поэтому где мы бываем, даже, понимаете, можно сделать инфоповод из того, что вы где-то не побывали. Вплоть до такого, идете вы на конференцию какую-то, пишете, да, что я иду на такую-то конференцию, можно даже без названия, там, конференция про то-то, про то-то. Что будет говорить этот пост о вас, о чем? О том, что вы постоянно повышаете свою квалификацию, что вы совершенствуете свое мастерство. Не попали на конференцию, да, тоже из этого можно сделать инфоповод и целый пост о том, что я, блин, так хотела, там были такие темы. Я сейчас как раз занимаюсь тем, что делаю там то-то, то-то, исследую там проблему мотивации там или геймификации. Да, все. И люди читают уже, о, нифига себе, она там оказывается, она вот так-то, она вот этим интересуется. Да, то есть все в копилочку, все можно использовать. И даже если вам кажется, что это очень как-то пока непонятно, а у меня тут канал про английский или канал про аромамасла, и как я тут вообще чего-то буду использовать. Для этого
Кстати, я вас в конце приглашу на челлендж по постам. Вы увидите, что если у вас есть понимание, да, и готовые мои авторские шаблоны, то вы сможете классные посты писать. И любое событие, даже если у вас, казалось бы, совсем обычная жизнь, вы можете связать с вашим продуктом. Например, там я могу просто сходу что там у меня недавно было? Пирожки я пекла. Да, и как раз у меня запуск челленджа был, да, и я что-то такое в этом духе залепила, что идеи постов у вас там будут как горячие пирожки там вылетать из вас, да. Или сравнить там ведение контента, не знаю, там с приготовлением борща. Забудете один ингредиент, свеклу, и у вас щи получится. То есть вообще, ну это у меня, я тут просто кулинарные истории пришли на ум, но по большому счету можно вообще любое ваше событие, любую новость, которую вы услышали. Вот, я вам про Гая Фокса рассказывала, как раз была юбилейная дата. Не знаю, там что-то у нас было. Чехов, там я что-то про у Чехова был юбилей, и я привязала его тоже к созданию контента. У нас Чехов, да, мастер короткого жанра был рассказов, да. У меня вышла, например, серия постов, где я исследовала тренды, да, из мира моды, из кино, хай-концепты вытаскивали, тренды из моды, там, да, что сейчас тренд там на какую-то такую игрушечность, развлечения, там, вот, все что угодно можно. Если у вас есть вопросы, напишите какой-то пример, тему вот поста, и я вам сейчас сходу что-нибудь придумаю. Просто продемонстрировать, что это легко. Да, уже начала про это говорить, чертоги разума я это называю, да, нужно покопаться у себя в голове и прям повытаскивать, да, про что мы можем писать, про рабочий процесс. Вот это, кстати, то, что является моей точкой роста, я очень мало показываю за кулисье, но это мой внутренний перфекционизм, ну, типа, что показывать, что рассказывать, вот будут кейсы, я вот потом расскажу, а потом у меня там сваливается 9 отзывов, там 10, и ты же не будешь там бомбить каждый день эти отзывы, вроде их и показать хочется. И это вот у меня тоже задача на 25-й год показывать больше закулисья, как вообще происходит это, как это идет. И это тоже очень здорово подсвечивает вас как эксперта. Вот даже кейсы, не просто там было, стало точка А, точка Б, а какие шаги были сделаны. Очень здорово у меня Ксения на прошлом потоке, она Кайлс готовит. Она как бы что-то вроде кейса у нее получилось интересно. К ней пришел ученик с определенным запросом, и она расписала пошаговку, да, то есть цель у нас такая-то, сейчас у нас так-то, там что-то прям по баллам стимайлс, и мы будем делать это, заниматься столько-то раз, добавим вот это, там, дын-дын-дын-дын. Ну, просто вот читаешь и сразу вообще, о, вот это да, вот это подход, ну, там точно этот клиент достигнет цели. То есть можно даже, если нет кейсов, писать вот такие как бы намерения, рассказывать про рабочие процессы, как это происходит. Но наверняка я уверена, что у всех из вас есть и готовые кейсы. Кстати, когда я делала первые запуски наставничества, у меня не было кейсов. Я сама была кейсом, да, как я с нуля вышла на 150 там, да, при 8 часах. И я транслировала вот эту историю, да, что вот как я вообще пришла к этому, да, какие шаги делала я. Сначала я так-то, потом я то-то. Дальше еще где мы берем идеи для постов. Наша личная жизнь, интересы. Приводила вам пример. Идем в театр, не знаю, а, можно извернуться и даже порассуждать на тему пьесы, постановки и связать это с вашим продуктом. Да, например, что у вас тоже все будет интересно. Там также, я сейчас очень утрированно говорю, просто идею уловите. Интересно, увлекательно, ярко и не оторваться, да, вот ваш там, допустим, какой-нибудь интенсив будет вот, ну, вот такую параллель провести, пожалуйста, там. Если что-то где-то вам попадаются какие-то впечатления,
новости, какие-то мысли, делитесь своими наблюдениями. Вам кажется, ой, это никак не связано с моей экспертностью, но это будет прогревать аудиторию к вам как к личности, а это тоже очень важно. Первое, люди идут на людей, ну это все уже слышали. А второе, сейчас в эпоху дофаминовой экономики люди покупают не продукт, а эмоции. Отсюда вот это вот, ну вот ей можно привести пример популярности маркетплейса. Мы часто покупаем вот что-то на эмоциях на Валберес. Не потому, что нам нужна, не знаю, яйцерезка, а мы где-то что-то увидели, о, мне нужна это. Да, то есть, и мы вот предвкушаем, как она придет, как я первый раз на ней яйца порежу, там, да, то есть вот это, а потом она валяется, мы про нее забыли. То есть люди сейчас покупают эмоции, и если вы будете рассказывать про себя, а, про ваш продукт, и это будет вызывать определенные эмоции у ваших читателей, это и будет вашей разгадкой, да, фишкой того, как продвигаться, как легко продавать через контент, потому что люди будут, о, блин, это про меня, я хочу купить, я знаю этого человека. И в чем, кстати, отличие клиентов из тех же самых из Авито, Авито я тоже очень люблю, но это тоже инструмент для определенных целей, да, когда нам надо сделать быстрый набор и запуск, а, вот. В Авито, да, мы всю эту историю должны сделать условно там за час, за полтора, покуда мы проводим диагностику, пробные и так далее, да, то есть вот это выкатить, распушить весь свой павлиний хвост, и это очень ресурсозатратная история, очень многие преподаватели выгорают на пробниках на Авито, хотя когда надо, когда нужны деньги, пошел и сделал, да, а здесь мы можем в канале не спеша вот это вот рассказывать о себе, презентовать свои услуги, актуализировать проблемы, там, не знаю, почему там важно чем-то заниматься, зачем, потому что кто-то уже ищет решение своей проблемы, а кто-то еще не понимает, что это проблема. Например, не знаю, там, вред кофе, например. Ну, кто-то пьет и пьет, и тут раз вы пишете, а вы знали там, что кофе то-то, то-то. Да, и такой человек задумался. Да, то есть тоже у нас в канале находятся подписчики на разной стадии, и по мере того, как они будут читать наш канал, они будут прогреваться и в итоге покупать. Дальше. Чтобы посты были актуальными и вирусными, чтобы они пересылались, очень важно понимать и чувствовать тренды. У меня в канале по слову тренды можете поискать те посты, которые я выкладывала. И вообще я много сказала. В общем, тренд у нас дофаминовый маркетинг. Вот так, если кратко, можете поподробнее поизучать. Хотя сейчас мало экспертов про это говорят, но потом еще вспомните. Сейчас все очухаются. Сейчас кризис рынка идет в инфобизнесе, онлайн-образование. Пока ищут каких-то решений, потом про это будут говорить все. Дальше. Что усиливает наши посты? Цепляющие заголовки, триггерное начало. Я участникам сегодняшнего эфира дарю один из гайдов как раз-таки с примерами цепляющих заголовков. Как это работает? Ну, понимаете, да, какой-то пуш на телефоне выскочил. Ну, вспоминается мне из последнего, на который пост я получила обратную связь. «Прощальные драники» у меня назывался пост. Вот. И вот я вас сейчас заинтригую и не расскажу, про что этот пост, но, естественно, я там не рецепт драников давала, как вы понимаете. И, конечно же, то, чем отличается мой подход, моя суперсила, и чем я отличаюсь от большинства экспертов, а может быть, ото всех, это формулы постов. У меня есть авторские формулы постов, и я сегодня приглашу вас на челлендж. 5 из них там мы с вами отработаем. Эти формулы многоразовые. Когда у вас есть понимание, видение, собственно, все то, о чем мы сегодня говорили, мы берем эту формулу и создаем пост, который просто
да, ну, он будет отличаться. Он будет отличаться от яичного поста, да, от поста, созданного нейросетью, от поста большинства ваших коллег-конкурентов, от постов большинства вообще, в принципе, от большинства постов. И сегодня я вас познакомлю с одной из формул, да, чтобы вы уже какую-то пользу еще в виде формулы унесли. Формула «Удивляй», формула поста «Удивляй». Итак, вот структура очень простенькая здесь, потому что у нас не так много времени осталось. Берем какой-то ваш инсайт, открытие. Например, у вас сегодня какой-то инсайт случился, да, сегодня после нашей встречи. Или где-то что-то вы увидели, где-то что-то прочитали. Дальше описываем, почему это удивительно, да, что в этом удивительного, поясняем, как вы это можете применить, какой-то вывод, и связываете это с вашим продуктом. Как это можно связать? Можно использовать технику такую похожести, да, вот в моем продукте тоже, да, условно, вот это вот есть. А можно наоборот, использовать приемчик, который я называю «Баба-Яга против». Да, например, вы что-то послушали, и вы с этим в корне не согласны. Это тоже очень триггерит, когда вот все говорят, вот я это использую с нейросетями, все обещают какие-то промпты готовые, а я этого не обещаю, хотя могла тут наговорить, да, черта лысого там или ВКонтакте написать. А я говорю, а я против того, чтобы писать посты с помощью нейросетей, да, в нейросети посты. Да, мы используем там, но как помощника, например. И вот на примере вот этой формулы, здесь у меня кратко на челлендже будет прям урок с подробностями, с подсказками. Можно написать очень классно сегодня пост, например. Еще одна формула, и с нее мы начнем на челлендже. Давайте мы начнем ее делать. Поработаем немножко, будем заканчивать. Формула «Важный вопрос». Этот пост для вовлечения аудитории. Подумайте, что вас самих сейчас интересует, на что направлен ваш фокус внимания. Сейчас напишите один-два пункта, после эфира добавьте еще. Это будет предварительное задание такое. Что вас самих сейчас интересует, на что направлен ваш фокус внимания? Давайте парочку вариантов. Вообще, вот сегодня, вчера, завтра, вот на чем фокус внимания ваш? На какой теме? Коллеги, давайте один-два комментария хотя бы, вот я покажу, как с этим работать. Если вы где-то на бегу, в дороге, то я свой пример приведу. Мгм. Так, ага. Доведение учеников до высокого результата на экзамене. Аню знаю. Аня у нас русский язык преподает. Ага. Театральная постановка. Ага. Вот на этом направлен фокус внимания. Мгм. Так. За короткие сроки. Хорошо, как вы думаете, если бы ваша аудитория увидела пост на вот эту тему, ну вот давайте на примере Ани, она, спасибо, Аня, что написала, да, например, как подготовиться к ЕГЭ в короткие сроки. Как думаете, это было бы интересно вашей аудитории? Аня, было бы это интересно почитать твоим подписчикам? Если ты готовишь ЕГЭ, наверняка у тебя подписчики тоже, для которых важна сдача ЕГЭ. Да, конечно. Мгм. Хорошо. Ну, в полной версии задания там нам надо 5 вариантов накидать. Это может быть и, не знаю, то, что вы решили ходить 10 тысяч шагов, и как подготовить к экзаменам за кратчайшие сроки. И, например, что там еще? Ну вот, я, например, у меня попытка номер 10 в спортзал ходить. Вот. Накидываем, да, думаем, потом думаем с позиции своей аудитории, было ли бы им интересно про это прочитать пост. И дальше пишем по формуле.
Что подтолкнуло к тому, чтобы задуматься на эту тему? То есть актуальность. Ага. До ЕГЭ остается столько-то, столько-то. И я подумала, да, а если там какие-то там лайфхаки, там, ла-ла-ла-ла-ла, а как можно вот за короткий срок, а на что бы я сделала упор, да, вот там какие задания мы можем, успеваем там натренировать и дать, и они нам дадут там максимальное количество баллов, например, да, и так далее. Мгм. Где, как вы на это вышли, да? Ну, это я уже сказала, там, да, вас осенило, там, сколько там месяцев, например, до ЕГЭ осталось. Или почему я решила все-таки ходить в спортзал, там, да? Я бы там свои мысли какие-то, например, на эту тему написала. И обязательно в конце мы задаем вовлекающий вопрос читателю. Вот такая формула. Ну, на слух, конечно, кажется, что вроде просто, вроде сложно. Ага. Повысить разговорный английский. Мгм. А что именно, вот, Диля, тема какая? Ну, это очень общо, да, повысить уровень. Это вообще про нашу всю деятельность, да, мы людям уровень повышаем английского. Сейчас на чем сфокусированы? Вот у меня сейчас фокус на сказочных стратегиях, на дофаминовой экономике, на том, что я спустя год опять пробую ходить в спортзал, на том, что я в свой день рождения участвую там в 2 конференциях, вообще там за месяц у меня их 5. Что у меня еще, на чем сейчас фокус? На теневых сторонах, вот, да, я сейчас очень увлеклась вот этой историей, которая усиливает, да, лидерские твои стратегии благодаря теневым нашим частям и субличностям, да. Вот, да, вот что вот сейчас сегодня у вас болит. Вот. И на эту тему пишется вот пост. Главное, чтобы это было интересно аудитории. Ага, вообще в повседневной беседе. Мгм. Хорошо, Диля, а что подтолкнуло? Где, как вы на это вышли и с чем связан интерес, польза и так далее? Друзья, я думаю, смысл понятен. Мне неловко вас задерживать, мы уже 1,5 часа сидим. Мы с этой формулы начнем. Ага, не хватает общения, супер, вот, уже понятно. Да, и мы можем написать пост о том, что, а что делать, если не хватает практики, нет знакомого там носителя, я не в среде, а мне нужно качать повседневный английский. И да, вот я подумала там, например, а что я могу? Я могу с нейросетью там, да, я могу смотреть короткие видео, я могу использовать там технику там shadowing, да, когда там повторять еще там что-то. И вот накидываете, да, то есть нащупываете какую-то тему, несколько вариантов накидываете в таком в режиме брейншторминга, да, накидываете, оставляете, возвращаетесь к этим темам, что было бы интересно почитать моим читателям. Выбираете одну и пишите ее по вот этой структуре. Естественно, эта формула может использоваться многократно. Берем другую тему, пишем на другую тему. Это формула поста актуализации, да, то есть как бы введение. То есть вы подводите, например, к продаже своего разговорного курса или к продаже группы, к набору группы, например, по подготовке к ЕГЭ, да, для поздунов, да, которые проснулись только что и решили вдруг подготовиться. И вот начинаем мы с этой, например, с этого поста, где, в принципе, актуализируем вот эту тему. Вот. Переходим дальше. Коллеги, двигаемся к завершению. Что я хочу сказать в заключение? Почему важен хай-концепт? Это первая часть нашей встречи, о которой мы говорили. Потому что когда мы выходим на стабильный запуск наших продуктов и набор учеников и клиентов из соцсетей, это совсем другое, нежели чем, когда мы, ну, условно, там должны из штанов выпрыгивать там с теми же клиентами Авито или ходить там с протянутой рукой кого-то просить в каких-то там, не знаю, школьных чатах или друзьям предлагать. А я, например, когда я делала первый запуск, наставничество, столкнулась с тем, что
я получила очень много отказов. То есть это коллеги, с которыми я работала, например, да, которые меня знали как профессионала с большой буквы. Я думала, да сейчас я наберу группу, да вообще не вопрос. Но почему-то вместо поддержки, ну, наверное, теперь уже я понимаю, что, скорее всего, это была реакция на то, что я дерзнула и ушла из школы, а они просто не могут себе этого позволить. И я накушалась этих отказов, и это, конечно, было такое разочарование огромное. Вот, поэтому я потенциал блога вижу в том, что мы можем безболезненно, без потери внутреннего ресурса просто прогревать там наших клиентов. И они сами, ну, условно, ну, понятно, там нужны какие-то действия, вороночки, понимание и так далее, да, но по большому счету они естественным образом будут постепенно готовиться к тому, чтобы купить ваши продукты. А раз они уже будут хотеть их купить, да, то есть они будут покупать по вашим ценам, это уже другой порядок ценностей. А раз они будут хотеть, они будут согласны на ваши условия, например, на групповые занятия. А попробуйте без навыков продаж авитовским клиентам продать группы. Это фиаско будет, да, если вы продажам нигде не обучались. А уж запустить курс, который, допустим, асинхронный или на смешанном формате, там, да, вот что-то там на платформе или в записи там с вашей обратной связью, это просто нереально холодным клиентам продать. Просто нереально. А в канале вы это можете сделать. Но да, для того, чтобы продавать с канала, первичен контент, да, контент будет транслировать ваш хай-концепт. Вот такая взаимосвязь, да. Поэтому изначально нам важна глобальная какая-то идея, отстройка от конкурентов, а конкуренты, я повторюсь, это даже не коллеги, а дофаминовые продукты всякие, дофаминовые истории, да, и мы боремся за внимание людей. Ну и контент, то, что я топлю, считаю, что через контент мы и создаем свой личный бренд, мы и качаем продажи. Это вообще основной инструмент воздействия на аудиторию, да, и блог это как ваша такая площадка для личного бренда получается, как, не знаю, портфолио, как база сбора ваших клиентов. Кстати, вот также есть фишка, что можно с Авито даже клиентов вести на канал, и они будут потихоньку там догреваться, доготавливаться, и потом, чтобы у вас будут покупать. Вот. Ну и для того, чтобы почувствовать это на себе, понять, что писать интересный